Здравствуйте! В эфире новости, в студии Айнура Муканова, сурдоперевод Светланы Слесарской. Коротко о главном. Капитальное преображение. Работы по ремонту и благоустройству центрального сквера завершаются. Обновленный парк отдыха посетил глава областного центра. Средства на сборы в школу. Сколько выделено из фонда «Всеобуч» и кто получил помощь в преддверии 1 сентября. Представители отдела образования о старте акции. Отметить госуслуги и вклад каждого работника. День железнодорожника и юбилей села отметили жители района Бимбета-Майлина. Глава государства принял председателя правления АО «Самрұқ-Қазына». Президенту были представлены ключевые результаты деятельности фонда за первое полугодие 2024 года и планы на предстоящий период. Как сообщил Нурлан Жакупов, основные производственные показатели остались на уровне плановых. Доходы фонда составили 7,9 триллионов тенге, что на 7% выше запланированного. Фонд выступает в качестве катализатора прямых иностранных инвестиций и соинвестирует в проекты нефтегазохимии, энергетики, транспорта и логистики, машиностроения, цифровизации совместно с зарубежными партнерами. Главе государства было доложено, что инвестиционный портфель группы «Самрұқ-Қазына» включает свыше 130 проектов на сумму 53,5 триллиона тенге. Ожидается, что реализация мегапроектов в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, логистической отраслях и горно-рудной промышленности даст мультипликативный эффект на экономику страны в целом. Касым-Жомарт Токаеву также рассказали о благотворительных проектах фонда в рамках корпоративной социальной ответственности. В стране открыто 40 реабилитационных центров. По итогам встречи президент обозначил ряд конкретных задач по реализации инвестиционных и социальных проектов, а также дальнейшему совершенствованию работы фонда. Глава государства принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами. Отметив союзнический и стратегический характер взаимодействия Казахстана и Узбекистана, Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов для эффективного расширения политического диалога на высшем и высоком уровнях. Отдельное внимание было уделено углублению взаимовыгодного сотрудничества в информационно-идеологической, культурно-гуманитарной и образовательных сферах, а также в области молодежной политики. Президент приветствовал проведение в Астане международных интеллектуальных игр «Заковат» и отметил важную роль таких мероприятий в культурном сближении народов. Глава государства принял акима Акмолинской области. Президент заслушал отчет об итогах социально-экономического развития региона за первое полугодие 2024 года. По словам Марата Ахмеджанова, положительная динамика роста наблюдается в промышленном производстве, валовой продукции сельского хозяйства, транспортных услугах и связи. Он рассказал о принимаемых мерах по обеспечению экономического роста. В промышленной отрасли ожидается высокий урожай зерновых в объеме свыше 5 миллионов тонн. При поддержке государственных финансовых институтов ведется строительство 7 крупных молочно-товарных ферм. В обрабатывающей промышленности в этом году запланирован запуск 9 проектов. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по ликвидации последствий паводков и реализации мер поддержки пострадавших граждан. Главе государства также была предоставлена информация о подготовке к отопительному сезону, развитии инженерной инфраструктуры и благоустройстве областного центра. Президент поручил продолжить работу по реализации стратегических планов развития Акмолинской области, отметив ключевую роль региона в обеспечении продовольственной безопасности страны. Касым-Жомарт Токаев указал на важность модернизации агропромышленного комплекса, в том числе своевременного и качественного проведения уборочной кампании. В Центральном сквере Костаная завершены работы по благоустройству. Излюбленное место горожан привели в порядок. Заменили брусчатное покрытие, освещение и систему полива. Сегодня парк после масштабного ремонта посетил аким города Марат Жумдубаев. Все подробности у нашего корреспондента.
Аким города, подрядчики и журналисты осмотр обновленного центрального сквера начали с поливной системы. Всего на этой территории установили более 1200 форсунок. Эти приспособления распыляют воду на зеленые насаждения. Система полностью автоматизирована, расскажут подрядчики. Она охватывает участок общей площадью 27 тысяч квадратных метров. Теперь автоматическое поливка управления с компьютера полностью по времени. Единственное, форсунки можно настраивать, смотреть один человек, правильно? Да. И в любое время вы можете подать воду. Да. Вот, смотрите, вот по поливу мы завершили. Завершили? Да, завершили. Завершили. Остался на следующий год вам еще, да? Та часть. Тот участок. Там 10 тысяч квадратов покрытия. В сквере обновили и освещение. Накануне его запустили в тестовом режиме. В ходе ремонта заменили 180 опор. Под землей протянули порядка 3 километров кабеля. Чтобы не нанести урон местной флоре, эту работу подрядная организация проводила под наблюдением зеленой комиссии, после чего была начата укладка брусчатого покрытия. Здесь уложено 10 200 квадратов. Получается, парк охвачен полностью. На сегодняшний день работы полностью закончены, 100%. Как парк закончили, мы вот сейчас переместились на улицу Байтурсынова. Там порядка 1500 квадратов. До Дня города мы полностью закончим. 10 августа полностью работы будут закончены. На сегодняшний день парк 100% закончен. Все уложено. Брусчатка местного производителя. Подрядчики дают на нее 2 года гарантии. Всего на благоустройство центрального сквера затрачено более 270 миллионов тенге. Планами на следующий год делится градоначальник. Масштабная реконструкция ждет и парк аттракционов. Принципиальное согласие с арендатором заключено. Теперь власти компенсируют те средства, которые он вложил. Аренда, отметит Марат Жандубаев, была без права выкупа. Фишку этого места отдыха сохранят. Танцплощадку приведут в порядок. Не утратят изюминку и новый сквер, который появится у жителей микрорайонов. Зимой там обещают заливать горку, где так любят проводить время местная детвора. Мы его оставим, потом, может быть, заливать будем, но оставим место для того, чтобы именно это место осталось. Как она будет потом дальше, я вам не скажу. Я сразу вам скажу, я там не собираюсь там горки мощные строить, но они, как родители заливали, или мы помогали, зальем, и будет остановка, прям порядок. Вот это там пиццерия стоит, мы ее сейчас вообще там незаконно стоит, сейчас не в них, мы ее уберем. Просто там, ну, это, во-первых, им мешает там на все. Так что там зоны создадим. Мы хотели там волейбол, сразу отошли от этого, потому что маленькие, деревьев много и окна, люди будут. Мы сделали такой, тренажеры. Пенсионеры, что могли позаниматься, там люди старшего поколения, молодежь, и сделаем профессиональные тренажеры. То есть человек пробежался по дорожке, позанимался, пошел домой. Еще один сквер построят в районе СХИ и около атриума. Благоустройством последнего займется одна из крупных компаний региона, представители которой сами изъявили желание провести ремонт. Подобная практика не редкость, когда спонсоры проявляют инициативу и готовы вложиться в благое для горожан дело. Айдана Папанина, Олег Сытник, телеканал Костанай. В этом году в Костанайской области высажено более 4000 гектаров картофеля. С несколькими сельхозпроизводителями заключены договоры на поставку раннего урожая. Подробности в следующем материале. Обеспечение населения овощами и фруктами необходимым количеством является важной составляющей продовольственной безопасности страны. Так, в этом году в Костанайской области посажено 4,9 тысяч гектаров картофеля и 838 гектаров овощей. Как отметили в управлении сельского хозяйства и земельных отношений, на поставку овощной продукции раннего урожая заключены договоры с 3 сельхозпроизводителями. В конце мая из Туркестанской области в регион поступила первая партия капусты. Это 25 тонн по 50 тенге за килограмм. Вторую партию завезли уже в июне. Также в область привезли 20 тонн лука по 105 тенге за килограмм. Также на поставку ранних овощей заключены договора с местными овощеводами. Это у нас КХ Бекиров на поставку картофеля, моркови и капусты раннего. КХ Садовод на поставку лука. Картофель уже у нас от КХ Бекиров реализуется по 178 тенге ранний картофель. На поставку осенней продукции с овощеводами Кустанайского района у нас тоже заключены договора. Это КХ Бекиров на поставку картофеля, моркови, капусты. Также КХ Терра, тоже поставка картофеля, моркови и капусты и лука. И КХ Садовод
тоже заключен договор на поставку картофеля, моркови, капусты и лука. Ну, за счет централизованного завоза полностью удовлетворяется у нас этот сезонный запрос по овощам и фруктам. Импортировано и поступило с других регионов области уже 51 тысяча тонн продукции. Развитие сферы растениеводства играет важную роль в продовольственной безопасности страны. Сегодня специалисты все чаще говорят о технологиях выращивания различных сельскохозяйственных, а точнее овощных культур. Местные ученые сейчас активно сотрудничают с коллегами из-за рубежа и делятся опытом. Я считаю, что наша сфера агропромышленного комплекса в настоящий момент развивается достаточно динамично. То есть появляются новые технологии, новая техника. Это причем заметно как и в сфере растениеводства, так и в сфере животноводства. Строятся целые большие комплексы, приобретаются, скажем, комбайны, посевные комплексы, другое сельскохозяйственное оборудование. Перерабатывающие предприятия сейчас вот начали, тоже заложили, скажем так, фундамент. Это по переработке как продукции растениеводства, например, глубокая переработка пшеницы. Как объявили, как раз это тоже происходит с участием китайской стороны. Вот эти все достижения, они говорят о том, что наша отрасль, она сейчас очень востребована, ее продукция востребована. Причем не только, скажем, в области, в регионе нашем, в республике, но и за пределами Казахстана. Для того, чтобы развивать сферу растениеводства, необходимо в первую очередь учитывать климат региона, говорят специалисты. Алмажана Манкельдинова, Родион Бабиш, телеканал Кустанай. 43 407 тенге могут получить родители на одного школьника из фонда «Всеобуча». Эти деньги должны быть направлены на покупку одежды, портфеля и канцелярских товаров. Об этом рассказали в управлении образования. Также в регионе стартовала акция «Дорога в школу». Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. Август месяц – время, когда родители полным ходом начинают готовиться к предстоящему учебному году. Покупка школьной формы, канцелярских товаров выливается мамам и папам в немалую сумму. Для некоторых семей эта сумма является неподъемной. Тут на помощь приходит государство. В этом году на одного школьника из фонда «Всеобуча» выделяется 43 407 тенге. На помощь из фонда «Всеобуча» могут рассчитывать дети из семей, получающих АСП, из семей, не получающих АСП, но чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и иные категории обучающихся, определяемые коллегиальным органом. Что это обозначает? Если ребенок не подходит ни под одну из этих категорий, но в семье какая-то экстренная сложная ситуация, что-то произошло, лишились там дома или неожиданно родители лишились работы, они могут обратиться в школу, к социальному педагогу, к администрации, написать заявление, и после определенных проверок школа своим коллегиальным органам может вынести решение об оказании данного вида помощи. Получить деньги родители могут только один раз в год и потратить их строго на нужды ребенка. При этом не только на школьные принадлежности, это может быть зимняя одежда и обувь. Планируется, что в этом году выплаты получат более 10,5 тысяч детей. В течение 10 дней после перечисления денежных средств на картсчета родители должны предоставить отчет с предоставлением чеков в школу для того, чтобы отчитаться, что данная сумма потрачена на ребенка. На что именно, решать это им. В чем-то мы считаем, что это очень хорошее новшество на протяжении последних 2 лет, что именно родители теперь решают, на что тратиться. То есть раньше эта помощь оказывалась, но она оказывалась в виде конкретно одежды, обуви, формы. Иногда получалось так, что мерки, которые были сняты в мае, уже в сентябре не подходили, кого-то качество не совсем устраивало. Здесь право родителей выбрать, в чем нуждается их ребенок. Благотворительная акция «Дорога в школу» впервые стартовала именно в Кустанайской области. Теперь она стала традиционной и в других регионах страны. Оказать материальную помощь школьникам может любой желающий. Сегодня это не только предприниматели. Делать добро спешат государственные служащие, общественники и просто неравнодушные граждане.
Хотелось бы сказать, что эта акция благотворительная. То есть если фонд всеобуча – это те выплаты, которые строго ограничены определенным объемом и передаются в денежных средствах, то по акции «Дорога в школу» это чаще всего приобретается уже одежда, даются канцелярские принадлежности, рюкзаки, спортивная форма, в зависимости от того, в чем нуждается ребенок. Получить поддержку в рамках акции могут дети из многодетных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Важно отметить, что акция «Дорога в школу» уже перешла на круглогодичный формат, то есть оказать помощь нуждающимся можно в любое время. Чтобы узнать списки детей, необходимо обратиться к социальному педагогу при школе или в отдел образования. В прошлом году в рамках акции неравнодушные помогли собрать в школу свыше 7 тысяч детей со всего региона. Активная работа в этом направлении продлится до 30 сентября. Любовь Оплачкина, Алексей Руденко, телеканал Костанай. В продолжении темы образования более 10 тысяч человек, набравших высокие баллы на ЕНТ, не получили грант. Однако возможности получить грант все еще есть. Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования. В министерстве отметили, что в этом году количество участников конкурса увеличилось на 11 тысяч по сравнению с прошлым годом, поэтому конкуренция была очень высокой. Более 10 тысяч человек, набравших высокие баллы, не получили грант, из них более 7 тысяч по творческим специальностям. Например, на одно место по подготовке учителей физической культуры претендовало 11 человек, по моде и дизайну 9 человек, а на стоматологию 35 человек на одно место. Что касается абитуриентов из пострадавших регионов, им выделили 5112 грантов. Однако только 1130 человек воспользовались квотой. Чтобы поддержать эти регионы, как отметил министр, абитуриентам были предоставлены дополнительные сроки для подготовки и подачи документов на конкурс, а также возможность предоставить сертификаты с лучшими результатами ЕНТ. Двойной праздник – День железнодорожника и День поселка Тобол шумно и весело отмечали в минувшие выходные. Площадка под открытым небом объединила представителей разных поколений, а насыщенная программа мероприятия не оставила никого равнодушным. О самых ярких моментах торжества расскажет Маргарита Иванова. День рождения своей малой родины жители поселка Тобол отмечают дружно. Год юбилейный. И вот уже 85 лет это место славится своей историей, неповторимыми традициями и, конечно же, людьми. Так, за высокий профессионализм и значительный вклад в социально-экономическое развитие района благодарственными письмами акима района удостоены граждане, что день ото дня на своих рабочих местах ставили трудовые рекорды. Благодарственным письмом акима района награждается Казенов Ермек Серикович. Ермек Серикович активное участие принимает в массовых спортивных мероприятиях. Волейбол, баскетбол, теннис, яровой спорт. Тем самым представляет интересы спортивного характера не только поселка Тобол, но и района Беймбета-Майлина. Один из тех, кто удостоен награды, Мунайтпас Кашкимбаев. В его послужной копилке немало наград. Медаль «Почетный железнодорожник», нагрудный знак «Лучший руководитель», грамоты за высокие трудовые достижения и за вклад в социально-экономическое развитие района. Оно и неудивительно. За плечами труженика 43 года трепетного служения любимому делу. Начинал трудовую деятельность монтером пути, работал бригадиром, дорожным мастером, заместителем начальника дистанции пути и начальником дистанции пути проработал 27 лет. За все эти заслуги меня наградили знаком «Почетный житель района имени Беймбета-Майлина». Сегодняшнее мероприятие не только веселый праздник, но и дань уважения всем тем, кто создавал, улучшал, развивал и превращал свою малую родину в поселок, достижения которого сегодня гремят далеко за его пределами. Железная дорога Казахстана в этом году отмечает свой 120-летний юбилей. С момента, когда по территории нашей страны прошел первый поезд, стальная магистраль сделала гигантский качественный рывок вперед и сегодня играет ключевую роль в экономическом развитии страны. Мы гордимся представителями старшего поколения, которые в прошлом веке стояли у истоков наших стальных магистралей и чьи имена золотыми буквами вписаны в летопись истории благих дел. Сегодня молодое поколение достойно продолжает традиции своих отцов и дедов.
от всей души поздравляю вас с двумя знаменательными событиями. Юбилеем 85-летием нашего поселка и 120-летием железной дороги. Поселок Тобол за годы своего существования прошел славный путь от небольшого населенного пункта до значимого культурно-экономического центра. Каждый из нас внес свой вклад в его развитие и благоустройство. Наши достижения – это результат упорного труда и сплоченности. Железная дорога, которую мы сегодня чувствуем, является связующим звеном между городами и странами. Она стала символом движения вперед. Она не только принесла в нашу жизнь удобство и комфорт, но и открыла новые горизонты и возможности для каждого из нас. Праздник очень, так скажем, удался, люди веселятся. Поэтому всем хочу пожелать крепкого здоровья, успехов. Особенно хочу поблагодарить своих железнодорожников, своих нелегком труду, только своей трудовой деятельности, успехов и больших достижений. Всех с праздником! День поселка радует, сближает, демонстрирует достижения и ставит новые задачи. Праздничное мероприятие принесло огромную радость не только железнодорожникам, но и всем жителям. Они звонко исполняли песни, танцевали и устраивали настоящее шоу. Отдельного внимания заслуживает и праздничный карнавал. Фантазия местных жителей может удивить и даже самых взыскательных зрителей. В поселке Тобол за последние годы произошли большие изменения. Была модернизирована инфраструктура, построены новые социальные объекты. В местных школах и больницах внедряются новые технологии. Улучшается качество жизни жителей. Двойной праздник не только чтит историю, но и укрепляет веру в прекрасное будущее. Маргарита Иванова, Алибек Султанов, телеканал Костанай. Рассказать о своей семье, талантах, традициях и выиграть миллион тенге. В Костанайской области совсем скоро подведут итоги конкурса «Мирили от Паса». В этом году для участия в областном туре поступило порядка 95 заявок. Анель Пимичева познакомилась с участниками конкурса, семьей Евгения и Натальи Салатовых. Так дружно и весело на природе семья Салатовых проводит один из выходных дней. Любимое место отдыха – парк Победа. Супруги Евгений и Наталья рассказывают детям о подвигах героев Великой Отечественной войны. Чтить историю и традиции – неизменимый принцип семьи. Здесь же супруги Салатовы вместе с детьми играют в подвижные игры, а после устраивают небольшой ланч. Выезжаем с семьей часто в лес отдыхать, допустим, собирать ягоды, грибы, просто проводить время на природе, стараемся часто. На водоемы выезжаем, купаемся. Обязательно с собой всегда мы берем мусорные мешки, мы следим за чистотой, поддерживаем чистоту в первую очередь. Природу надо любить, уважать. И за нами никогда ни одной крошки, можно сказать, не остается. Вот как мы приехали, как было чистое место, и стараемся поддержать максимально. И детей приучаю с этого, с раннего возраста. Мы, получается, даже если вот приезжаем, допустим, видим, что место нечистое, мы в первую очередь уберем сначала, подготовим площадку и садимся, отдыхаем. Про здоровый образ жизни в этой семье знают не понаслышке. Семья Салатовых – неоднократные участники и призеры спортивных соревнований, республиканских и международных конкурсов. К примеру, сын Ярослав – обладатель КМС по самбо. Он также любит играть в футбол. А вот дочь Арина показывает первые успехи в гимнастике, отмечает Наталья Салатова. Чтобы показать свои спортивные достижения, они принимают участие в конкурсе «Мирили от Паса». Я говорю, давайте мы попробуем, мы давно нигде не участвовали. Давайте покажем, что мы можем, что мы умеем, какие мы. Вот. И отправили материал, волновались, конечно, очень. Честно говоря, не думали, что мы победим, мы просто решили выставиться, как получится, как пойдет. Потом нам сообщили, что мы прошли, мы были очень рады, дети не поверили, обрадовались, конечно, приятно было. Вот. Прошли сейчас другой конкурс, да, региональный, значит, то есть на областной уровень. Посмотрим, тоже ждем результатов. Подготовка к конкурсу проходила в несколько этапов, рассказывают члены семьи. Самым интересным, отмечают участники, для них стало приветствие. Визитку своей семьи Салатовы снимали не один день. На кадре мы делали упражнения, показывали свои таланты. У нас красиво все вышло, получилось. Всякие жесты там делали. Там с мячами, со скакалкой, прыгали, там бегали, пол занимали.
моменты ловили всякие, когда прям хорошие. Вот как мы готовились. А потом, когда мы выиграли, я в шоке был, что мы выиграли из всего города. Мы взяли призовое место. Церемония награждения лауреатов областного этапа конкурса пройдет в августе. Аким области в торжественной обстановке вручит грамоты, а также объявит лауреатов номинации «Традиционная, спортивная и талантливая семья». К слову, победитель областного этапа будет награжден сертификатом на сумму 1 миллион тенге, а также примет участие в республиканском этапе конкурса, который состоится в канун Дня семьи в столице. Адель Пимичева, Алибек Султанов, телеканал Костанай. На этом все. До свидания.